Региональный фонд поддержки предпринимательства уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса в республике. Это один из основных приоритетов развития экономики региона. Благодаря такой поддержке удалось создать десятки малых бизнесов, поддержать тех, кто устойчиво стоит на ногах, но при этом хочет расширить свое дело. Одним из таких оказался Центр здоровья, который в начале года вновь подал документы на получение финансовой помощи. По словам исполнительного директора, если удастся получить эти деньги, они планируют закупить оборудование и развивать направление офтальмологии. Мы будем обязательно создавать дополнительные рабочие места за счет увеличения вот этих кабинетов и за счет этих аппаратов. Нам очень нужна была поддержка данного фонда, так как все аппараты, которые мы хотим приобрести, очень дорогостоящие. Любая медицинская аппаратура, как вы знаете, это не дешевое удовольствие. Руководитель фонда поддержки предпринимателей лично выехал, чтобы проверить и убедиться в том, как заемщики намерены потратить полученные средства. Например, этому учебному центру ранее была оказана финансовая помощь, которую они направили на закупку необходимого оборудования. Сейчас же руководство центра вновь обратилось за помощью, потому как останавливаться на достигнутом не намерены. Всего здесь обучаются 150 детей, для которых созданы все необходимые условия. И для их всестороннего развития необходимо докупить еще дополнительное оборудование и создать рабочие места. Нам необходимо закупить интерактивные доски, ноутбуки, планшеты для наших детей. Также закупить для нашего клуба юных шахматист шахматные доски, стенды. Для нашего логопеда, у нас кабинет логопеда есть, который работает с детками, закупить необходимый инвентарь для работы с детьми. Также нам бы очень хотелось, чтобы фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия оказал помощь нам в закупке необходимого инвентаря. В своем ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости завершить в 2020 году реформирование надзорно-контрольной системы за бизнесом. Также глава государства высказался о необходимости принятия в ускоренном режиме пакета законопроектов, облегчающих работу бизнеса в России. При этом он отметил, что налоговые условия должны оставаться неизменными на срок до 20 лет. Мы договорились в течение 6 лет не менять налоговые условия для бизнеса. Таким образом, обеспечить более широкий горизонт для планирования инвестиций. Я обращаюсь к депутатам, правительству. Нужно ускорить принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений. Конечно, поддержку должны получить не только крупные проекты, но и деловые инициативы малого и среднего бизнеса. Сегодня у субъекта федерации есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет, трехлетнюю льготу по налогу на прибыль. Но они редко используют эту возможность. Понятно почему. Потому что региональные бюджеты теряют поступления. В этой связи предлагаю за счет федеральных средств компенсировать регионам 2/3 их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. Таким образом, глава государства считает, что необходимо поддерживать малый и средний бизнес по стране. Что же касается нашего региона, только в Назрановском районе работает около 300 проектов малого и среднего бизнеса. Во многом благодаря поддержке фонда удалось создать и дополнительные рабочие места, что для нашего региона является неплохим показателем по снижению безработицы. Фонд поддержки предпринимательства, помимо финансовой помощи малому и среднему бизнесу, может стать гарантией и для крупных предпринимателей в получении кредитов в банках. Одной из основной деятельностей нашего фонда является предоставление микрозаймов. Это сумма от 300 до 5 миллионов рублей. Направления абсолютно различные. Направления, в приоритете, конечно, такие направления, как мы сегодня посмотрели. Критерии отбора предпринимателей – это наличие финансово-хозяйственной деятельности, рентабельной деятельности. Мы стараемся, чтобы они принимали на себя обязательства по оформлению рабочих мест. То есть, если предприниматель берет определенную сумму, чем больше берет, соответственно, он обеспечил рабочее место и зафиксировал, и предоставил нам отчет о том, что он сделал на работу. Словом, если вы намерены открыть свой бизнес или же расширить производство, можно обратиться в фонд поддержки предпринимателей, который рассмотрит ваш бизнес-план и примут соответствующее решение. Светлана Томова, Адам Далаков, Новости 24.